Наш эфир продолжит брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против распространения инфекции. Лена Николаевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители республики. За прошедшие сутки на лечение в стационары республики поступило 135 человек с диагнозом коронавирусная инфекция из 1525 новых выявленных случаев заболевания. В стационары города Якутска поступило 89 человек, в районах республики 46. За сутки в стационары инфекционные поступило 3 детей. На сегодняшний день в стационарах республики в тяжелом состоянии находится 53 пациента. В отделении реанимации врачи борются за жизнь 13 крайне тяжелых больных. Все они, к сожалению, были не вакцинированы. Всем пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь в соответствии с методическими рекомендациями Российской Федерации. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, данный штамм распространяется в 7 раз быстрее, чем предыдущий, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Что касается прививочной кампании, то первым компонентом на сегодняшний день привито 562 708 человек. Это 78,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 118 098 человек. Это 58% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители республики, напоминаю о необходимости срочной ревакцинации и вакцинации. Хочется сказать о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в городе Якутске. Мы знаем, что все жители знают, что с прошлой недели очень активно заработала единая линия 122. На сегодняшний день принято очень много вызовов. Ежедневно количество вызовов растет. И мы видим, что когда делаем анализ медицинские работники проводят, что 50% случаев вызовов на дом не требуют неотложной помощи на дому. Уважаемые горожане, мы просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и напоминаем, что при наличии неотложного состояния необходимо обращаться по телефону 122, где вам будут, во-первых, если необходимо, будет принят вызов. Если необходимо для вас, то на этой линии могут проконсультировать очень специалисты высокого уровня. Это профессорско-преподавательский состав Северо-Восточного федерального университета, медицинского института. Они работают на линии 122 тоже, когда необходима консультация. При легкой степени течения ОРВИ обращайтесь, пожалуйста, в поликлинике по месту прикрепления. При этом хочется напомнить, что кабинеты для лиц, у которых есть признаки ОРВИ, то есть это температура меньше 38, может быть явление першения в горле. Да? Вот этим лицам, значит, людям необходимо обращаться в эти кабинеты. При этом хочу сказать о том, что кабинеты работают с 8 утра до 20:00 вечера, потому что то, что вот было буквально вчера в соцсетях, практически фотографии с некоторых поликлиник наших, да, это свидетельствует о том, что люди пришли одномоментно, в одно время, и, конечно же, вот наши медицинские работники буквально в 20 минут все это сделали для того, чтобы не было таких очередей. Но хочу еще раз напомнить о режиме работы данных кабинетов с 8 утра до 20:00. Что касается вызова врача на дом, то показанием для вызова врача на дом является повышенная температура выше 38, общая слабость, кашель, мышечные боли, затрудненное дыхание, одышка, явление интоксикации. До приезда врача, пожалуйста, если есть такие симптомы, пожалуйста, изолируйтесь в отдельную комнату и рекомендуется обильное теплое питье.
Показания для самостоятельного обращения в кабинет неотложной помощи поликлиник – это взрослые моложе 60 лет с признаками ОРВИ, повышение температуры не выше 38 градусов. Для детей старше 3 лет это признаки ОРВИ и повышение температуры тела не выше 38 градусов. Что касается оформления листка нетрудоспособности, то больничные листы оформляются в электронном виде, то есть дистанционно, но при этом со дня обращения в поликлинику. Уважаемые жители города, республики, мы призываем вас внимательно отнестись к своему здоровью, с пониманием отнестись к оказанию медицинской помощи и беречь свое здоровье и здоровье своих близких. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее, переходим к выпуску новостей. И вот основные темы. Сегодня 25 января, Татьянин день, и все причастные традиционно отмечают День студента. В столице России стартует масштабная выставка «Агрос-Экспо-2022». Республику представляют сразу несколько фермерских кооперативов. Через месяц начнется отборочный чемпионат WorldSkills. Студенты Мирнинского регионального колледжа готовятся к нему в полную силу. День российского студенчества или Татьянин день празднуется учащимися высших учебных заведений сегодня, 25 января. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Илдархан отметил, что студенческая пора – это прекрасное время самых смелых планов и больших надежд, дружбы и любви, творческого поиска и добрых начинаний. В эти годы закладываются прочные основы жизненного пути человека – знания, умения, принципы и убеждения. Глава пожелал всем преподавателям, студентам и выпускникам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, претворения в жизнь добрых идей и замыслов, новых побед и свершений в учебе, науке и общественной жизни, счастья и благополучия. К другим темам в центре внимания – агросектор. Сегодня, 25 января, в Москве стартует масштабная выставка «Агрос-Экспо-2022». Это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. На выставке ожидаются более 300 участников из 25 стран мира. Нашу республику представят сразу несколько фермерских кооперативов. Наряду с выставочной экспозицией посетителей «Агрос» традиционно ожидают обширная и разносторонняя деловая программа. Более 50 мероприятий разного формата по наиболее актуальным вопросам в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве и других направлениях животноводства. Традиционно в рамках форума состоится и 9-й Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Его главной темой в этом году станет развитие малых форм хозяйствования на селе. В преддверии выставки эксперты отметили главные задачи отрасли. Перед отраслью сельского хозяйства страны стоят огромные задачи. Прежде всего, решить продовольственную безопасность страны, обеспечить сегодня уже рост экспорта продукции сельского хозяйства на мировой рынок, решение социальной задачи, связанной с занятостью сельского населения и, соответственно, повышение доходности селян, ликвидации бедности и улучшение комфортности проживания в сельской местности. В рамках проекта «Чистый воздух» в 2021 году объем потребления природного газа в 12 городах России составил 82 миллиона кубометров. В будущем этот показатель увеличится, так как планируется повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. На сегодняшний день это экономически выгодно и экологично. В республике сейчас действует 23 автомобильных газозаправочных станций и 22 передвижных. Имеется также 8 газонакопительных компрессионных станций. К 2030 году их количество должно возрасти до 40. С 2022 года будет работать программа предоставления субсидий для техник, которые будут переводиться на газобаллонное оборудование, а именно на метан. По нашим расчетам, и сегодня мы готовы субсидировать до 90% затрат физических и юридических лиц на перевод техники на газобаллонное оборудование. Для этого с бюджета республики предусмотрено 24 миллиона рублей.
Это только на перевод техники. Также из бюджета республики предусмотрены средства для субсидий на строительство газонаполнительных компрессорных станций в размере 20 миллионов рублей и на приобретение передвижных автомобильных газозаправочных станций в размере 4 миллионов рублей. Будущие электромонтажники, сварщики, а в данный момент студенты Мирнинского регионального колледжа готовятся к отборочному чемпионату WorldSkills. Он пройдет в марте. Молодые профессионалы соревнуются в 9 компетенциях. Лучшие пройдут финал. Какие задачи стояли перед электромонтажниками, узнавала Иванна Филиппова. Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, течет вода и как работают люди. Находишься в этом зале, и глаз радуется. 6 парней корпят над заданиями, готовят установку элементов питания, их управления, монтируют провода, кабельные соединения, многое другое, что понятно только электромонтажникам. Среди лампочек, кнопочек, двигателей участники компетенции «Промышленная автоматика» провели 3 суток. Почти полные рабочие дни, по 6 и более часов. Сложновато физически, потому что это первый день без отдыха, можно сказать, работаешь, и второй день тоже дорабатываешь эту схему. Это очень выматывающе. Поэтому и время на отдых на чемпионате предусмотрели. Стоп, работа! Перерыв на 15 минут! Чтобы никто не помог конкурсантам хоть на перерыве, хоть в рабочее время, в колледже по правилам WorldSkills установили видеокамеры. И в режиме реального времени любой мог следить за действиями студентов. А вот в зале с участниками находились приглашенные эксперты, работники подразделений «Алроса». Во время конкурса они могли присмотреться к будущим специалистам и проверить методику образования колледжа. Один эксперт следит за соблюдением правил мер техники безопасности, так как конкурсанты работают и с болгаркой, и с шуруповертками. Также эксперты следят отдельно, которые выставляют оценки, проверяют по системе WorldSkills. Среди экспертов и Михаил Дворкин, выпускник МРТК, представитель «Алмаз автоматики». 3 года назад он также участвовал в конкурсе молодых профессионалов. Участие в данном конкурсе в прошлом мне дало бесценный опыт, который пригодился в данный момент при устройстве на работу. В этом году Мирнинский региональный колледж представит более 40 студентов в 9 компетенциях. Электрослесари, сварщики, нефтяники сразятся за путевку в отборочный этап. По 2 компетенциям – аддитивное производство и лабораторно-химический анализ, которые проходили в Якутске среди студентов средних и высших учебных заведений, победители известны. Это студенты МРТК. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». На этом у меня все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.